Стереотипные вопросы – это рубрика телепередач «Вестник Харысхал» в формате интервью. Героями являются люди с инвалидностью и родители, воспитывающие детей с инвалидностью. В ходе рубрики герой отвечает на 10 вопросов о своей инвалидности, тем самым опровергая сложенные обществом стереотипы о ней. Гостем этого выпуска стал специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «Люблю жизнь. Город Москва» Виктор Счастливый. Здравствуйте, меня зовут Виктор Счастливый, фонд «Люблю жизнь». Я занимаюсь любимым делом, и мне очень нравится поговорка «Найди себе занятие по душе, и не будешь работать ни дня в жизни». Самое основное – это уроки дружбы и доброты. Это встречи по пониманию инвалидности для школьников, студентов, волонтеров. И мы рассказываем на этих занятиях, как взаимодействовать с людьми с инвалидностью, об их страхах, переживаниях, падениях, взлетах. Мне поставили диагноз прогрессирующая мышечная дистрофия в 14,5 лет. До 15 лет меня обследовали долго, и я почувствовал, что мне тяжело по лестнице подниматься, тяжело бегать, тяжело портфель в школу приносить. И физическая вот эта немощность, конечно, она меня сильно расстроила. Я до 30 лет ходил. Если в 16 я мог бегать, но прибегал последним на физкультуре, то в 30 это было уже без слез не взглянешь. Пузо вперед, руки назад, как утенок я ходил, поясница стала сильнее, мышечный корсет там плохо держит, изгибаться. И я постоянно падал. Вот. Потом я ходил уже согнуто, ноги ставил на пол, руками подпирал себя и согнуто уже ходил, ровненько не мог, как вот обычные люди ходят. И 10 лет назад сел в инвалидную коляску и думаю, как-то надо кардинально изменить свое мировоззрение. Взял псевдоним «Счастливый», и теперь я Виктор Счастливый. Каждый день у меня как сказка. Ну, врачи говорят, мне всегда говорили, что не очень приятный у тебя диагноз, живи как-то с этим диагнозом. Мне еще повезло, у этого диагноза около 30 разных форм, и у меня более-менее такая еще легкая. Вот. И я уверен, что прогрессия остановлена. Это сила мысли, я так хочу. И благодаря тому, что я делаю зарядку, занимаюсь какими-то нагрузки себе даю, хожу в бассейн, плаваю, энергетически занимаюсь там дыхательными практиками. Уверен, что мы ее остановили, и все будет отлично. Это подарок, и я благодарю постоянно за этот подарок людей, которые рядом, высшие силы, и все действительно здорово. Но были, конечно, большие проблемы. В школу я приходил в 10-11 классе, на меня кто-то посмотрит там как-то не так, кто-то скажет какое-то слово там. Меня роботом называли. Я ходил немножко медленнее, как все ходят. Почему? Чтобы не падать. Потому что если я медленнее делал эти же действия, то падал меньше. И меня звали роботом. Я очень раздражался. Обзывали инвалидом, калекой, дистрофиком. И очень было тяжело. И даже на каком-то этапе я решил уйти из жизни. Я решил, что в 23 года я покончу жизнь самоубийством, повешусь. Вот. Но мне помогли друзья. У меня друзья, сейчас мы дружим, классные, по двору Макс, Серега, Дима, Коля, по классу Андрей Басов. Они дали мне эту руку помощи. Они как раз были этими волонтерами, добровольцами, этими волшебниками, которые спасли меня. Состояние, что ты не один на улице, в социуме, это очень важно. И когда наступило 23 года, я передумал вешаться и потихонечку стал идти, развиваться. Мне помогли телесно-ориентированные практики, массажные, вот именно через тело, когда воспринимаешь тело адекватно. Я раньше не мог смотреть в зеркало. Я смотрел в зеркало и говорил сам себе: вот урод. Разве эффективно так себя убивать? Я говорил своим друзьям: у меня такие тоненькие ручки, как я могу с такими ручками жить? А вы можете там девушку на руки поднять, там что-то физически крепкие, а я как я могу жить? Но
потихонечку, шаг за шагом, знаете, у меня появлялись мечты. Сначала маленькие, потом глобальные. Я очень мечтал о семье. И все-таки познакомился со своей женой. Она дала мне силу, дала мне мужскую силу. В том плане я ощутил себя мужчиной. Ну, к сожалению, бывает такое, что через 7 лет мы расстались, но все равно мы дружим и уважительно друг к другу относимся. Вот эта эффективная коммуникация, она как раз и дает мне силы. Ну, в очередях пропускают. Например, в аэропортах служба сопровождения работает шикарно, по крайней мере, московских и в региональных тоже. То есть встречают, прям провожают, такой некий зеленый коридор. Не надо уже вот по этим КПП ходить. Это, конечно, ну, можно сказать, плюс. Это важно не злоупотреблять вот этой вот своей, ну, некой такой вот физической, скажем так, слабостью и все-таки достойно нести эту ношу. Да все возможно на самом деле. Что интересно, что возможно все. Эффективная коммуникация и уважительное отношение к миру, именно благодарность за то, что помощники помогают, незнакомые люди, друзья, что можно все сделать. Но единственное, что, конечно, я немножко тоскую, что я вот, бегать не могу сам. Но я могу плавать, могу летать. И мы рушим такие стереотипы. Рожденный ползать, летать не может. Я люблю плавать. Для меня самая классная реабилитация – это плавание. Оно мне прям помогает. Да мне постоянно незнакомые люди помогают. Забраться в автобус, например, если автобус незнакомый. Вот сейчас мы живем в Якутске, квартиру снимаем, там 2 лестничных пролета, помогают люди, которые мимо идут. Вчера мы возвращались из центра, прогуливались по центру, подъезжаем, уже поздно было вечером, к дому, где мы живем, и просим высшие силы: Господи, дай нам помощника, пожалуйста. И представляете, мужчина, где-то лет 30 примерно, он нас увидел, и он прям побежал к нам. Якуты, кстати, они классные в этом плане, что отдающие. И помог меня поднять. И важный момент, что мы спросили у помощника, можно ли ему поднимать. Главное, не навреди, чтобы тот человек, который помогает, не навредил сам себе. Потому что бывают там операции, человеку поднимать нельзя. Я люблю какие-то вот эти походы, бассейны, море, коллекционирую источники холодные, теплые, занимаюсь закаливанием уже более 15 лет, на гвоздях стою. То есть важно развиваться, постоянно развиваться. Стихи разучиваю. Вот недавно к марафону от Москвы до Бреста разучил Бухенвальдский набат и спел его. То есть погружать себя в зону дискомфорта. Тебе страшно, но ты боишься, например, выступить там перед публикой, еще и спеть, когда никогда не пел. Но надо стараться, заниматься, делать максимально качественно. И любое дело, если даже ты его много раз делал, надо всегда стараться делать лучше, лучше и лучше. Как бы оттачивать вот это вот, свой профессионализм. И если этого профессионализма нету, значит, просто идти в это и стараться. Отличия больше психологические. То есть, понятное дело, что мало приятного в коляске быть. И печально, что иногда мы не подумав, там ныряем в бассейн, где воды нету, и становимся человеком с инвалидностью, либо лезем за сосулькой для девушки на 5-м этаже и вываливаемся из окна. Такие, конечно, случаи, они страшные, потому что жизнь меняется кардинально, и кто-то берет силы и живет в коляске, а кто-то уже не может жить в этой коляске. Поэтому отличие только, что человек на коляске не везде может попасть, потому что есть ступеньки, доступная среда не везде развита, но есть люди. А люди, они, в принципе,
ну, классные, и они помогают, даже прохожие, незнакомые. Ну, конечно, лучше бегать. Но Москва – это как отдельное государство. Там какие-то надбавки еще есть. Я, честно говоря, сам еще в Москве прописан, живу в Подмосковье сейчас. Там льгот больше, можно на реабилитацию попасть. В разных городах есть те, кто может помочь. А чтобы тебе помогли, надо самому стать этим помощником. Не обязательно помогать этому же человеку, который тебе будет помогать. Надо, в принципе, иметь намерение, что я волшебник, что я хочу делать добрые дела. И делать добрые дела, ну, какие-то маленькие. А это, знаете, приходит в привычку. И если мы становимся вот этим лучиком солнышка, солнышко, оно же для всех одинаково светит. Если мы сами начинаем светить, то весь мир добавляет тебе вот этих светлячков. И тогда жизнь становится реально крутой. Я знаю из регионов людей, которые вышли на новый качественный уровень, потому что они именно шагают, они не боятся. Есть такая даже поговорка: беги к своей цели. Не можешь бежать, иди к своей цели. Не можешь идти, ползи к своей цели. Не можешь ползти, ляжь в направлении своей цели. И хотя бы думай об этом. Ну, то есть наша цель, наша мечта, она очень важно мечтать. Нужно не бояться выходить из дома, обязательно благодарить, обязательно всех, что бы тебе ни сказали. Даже если скажут, там, иди, это самое, сиди дома, все равно благодари этого человека, желай ему счастья, чтобы генерировать добрую энергию. И, знаете, ненависть на ненависть дает ненависть. А если ты благодаришь, ты вымаливаешь у высших сил вот это вот счастье. Важно принять себя такой, какой ты есть. Некоторые люди с инвалидностью, с видимой инвалидностью, они комплексуют. Ну, там что-то у них кривое, что-то там, они там прячут себя. Я сам, честно говоря, в 16 лет ходил в кожаной куртке, летом, жара, чтобы не было видно, что у меня там ребра маленько выпирают, что поясница чуть изгибается. Ну, то есть этого не стесняться и не говорить себе, что я не инвалид. У меня моя ошибка была какая, что я многие годы говорил, я не инвалид, я не хотел быть рядом с инвалидами. И тем самым я говорил, что не принимал себя такой, какой есть. Я не признавал свою инвалидность. Теперь я говорю, да, я человек с инвалидностью, и что я из этого состояния могу сделать? То-то, то-то, то-то. Быть общественно полезным. Очень важно что-то полезное делать. Не только принимать, а именно какую-то нагрузку иметь. Даже на уровне там приветствия. Я вот имею несколько привычек позитивных. Стараюсь хотя бы один раз в день сделать незнакомому человеку комплимент. И это реально работает. А знакомым, естественно, само собой комплименты делаю, как-то их подбадриваю.